Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители Якутского Саха-информационного агентства. С первых дней начала специальной военной операции общественность и жители нашей республики оказывают всю возможную помощь как военнослужащим, так и их семьям. Мы находимся в Намском Улусе, и давайте разберемся, как районы Якутии помогают семьям военнослужащих и самим бойцам. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Видите, выходной дороги. У меня муж в сентябре уехал. Переживали, конечно. Муж работал в больнице системным администратором, программистом. Сколько у вас детей? У нас двое, старшему 5, маленькому 3. Тяжело, не хватает мужа. Какая поддержка приходит от администрации Улуса? Ну вот, волонтеры приходили, чистить снег, лед привозили. Мы соцконтракт еще подписали. Ну, этот еще 200 тысяч хаявтра, единовременную. И еще от Улуса, от села. Муж пишет? Муж, да, пишет. Там, если свет уходит, то пропадает. Какие чувства ты вообще испытываешь? Смешанные, да. Конечно, переживаю очень. Хочу, чтобы побыстрее вернулся. В течение всей военной операции у нас есть девиз «Мы своих не бросаем». Всем мобилизованным семьям мы оказываем посильную помощь. Например, вот оказали финансовую помощь, таскали лед, всем коллективам выходили в традиционную рыбалку мунха. И, слава богу, Байнай нас одарил, и каждой семье получилось дать по одному кулю карасей. Волонтеры работают на общественных началах, это у них зарплаты, ничего нету, они от всей души помогают с малого возраста, например, вот дети, школы нам очень сильно помогают, оказывают помощь семьям мобилизованных в виде вот таскания снега. В этом году у нас аномально много снега было. Ребята очень сильно помогли, работали. И вот студенты, старшие, мы сами тоже ходим, помогаем, чем можем. На основании указа главы республики я издал распоряжение о оказании помощи семьям военнослужащих, находящихся на СВО. И у нас организована ежедневная, постоянная работа по оказанию содействия, помощи всем. У нас в каждом населенном пункте работают волонтеры, волонтерские отряды. Помогали убирать снег, так далее, по хозяйству помогают. И, например, вот крестьянское хозяйство, одно христианское хозяйство, ушел глава хозяйства, и вот наши специалисты по сельскому хозяйству еженедельно оказывают помощь оставшим матери и родственникам. И вот такая работа у нас идет постоянно. Оказали материальную помощь каждому. От наслега и от района финансовая помощь оказана. И оказывается уходящим по контракту. Но мы не различаем вот на мобилизованных, на контрактиков, на добровольцев. Они все защищают Родину. Все они военнослужащие, воюют на специальной военной операции. Мы с сентября месяца уже начали шить аптечки и туда складывали лекарства, которые мы собрали для мобилизованных. Конечно же, отозвалось очень много наших женщин. Также мы с ноября месяца уже начали шить теплые вещи. Это балаклавы, ветровки. И туда пришивали наши харсхалы, обереги. Также мы участвовали в акции «С любовью матери России». Ну, шили на обычных простых машинках. Женщины наши приходили со своими машинками и тут собирались, шили. Шили еще мешки, туда складывали вещи для мобилизованных. Что вас лично сподвигло принять участие в этом волонтерском движении? Ну, конечно же, патриотизм и чувство скорейшего возвращения наших ребят и их безопасное там нахождение. Кто-то служит у вас? Да, многие родственники там служат. Что-то хотелось бы передать ребятам, которые сейчас находятся в зоне соприкосновения? Терпение. И верьте, что мы в вас верим.
С начала введения специальной военной операции женсоветы Намского улуса стали принимать очень активное участие. Под руководством Хлопковой Алены Ивановны у нас работает клуб любителей женщин-автоледи, называется «Нам Автоледи». Они с первых дней мобилизации собрали денежные средства и отвезли нашим ребятам, которые были в учебке, Приморский край. На своих автомашинах отвезли посылки и очень этим помогли с самого начала. И в течение всего периода времени, осенью, зимой, наши женщины-швеи своими теплыми руками шили теплые вещи. На собранные средства мы закупаем лекарства, специальную форму и отправляем в штаб волонтеров. Никто у нас не остается в стороне. Все принимают очень активное участие. И мы всем очень благодарны. Ну, помимо самих военнослужащих, также оказывается поддержка семьям. Какая здесь работа ведется? Мы организовали встречу с психологом Васильевой Надеждой Юрьевной из города Якутска. Она провела тренинг в первые дни, когда было очень стрессогенное время. Помогла нашим семьям, нашим женам, матерям. В это непростое время наши семьи, после того, как их отцы, главные кормилицы, уехали на специальную военную операцию, стали испытывать финансовые трудности. И наш центр «Мой бизнес» провел для них курсы финансовой грамотности, чтобы они могли урегулировать свой семейный бюджет в этой сложившейся ситуации, распоряжаться своими финансами. Также мы всеми силами собирали для наших семей продуктовые наборы. Наши мужчины провели мунка и мешками предоставили рыбу на зиму. На новогодние каникулы мы с деткам из семей мобилизованных подарили подарки, украсили их новогодний праздник. Как бы объявлена частичная мобилизация, был создан оперативный штаб по распоряжению главы муниципального образования Намского улуса Юрия Николаевича Севцова. Я являюсь председателем оперативного штаба Намского района. Там были включены организации, которые занимаются именно социальной политикой. Управление социальной защиты населения, Центр занятости населения, Пенсионный фонд, Управление образования, Центр психологической поддержки семьями и молодежи. Ну, мы так работаем, у нас в составе комиссии очень много организаций, там ветеранов и общественников. Основная цель нашего оперативного штаба помощь именно семьям, мобилизованным военнослужащим и контрактикам. Скажите, пожалуйста, по каким направлениям идет помощь именно семьям военнослужащих? Что проделано за это время? За это время была проведена очень огромная работа. Материальная помощь. У нас очень много ребят из нашего района, наших земляков сейчас участвуют на территории СВО. Более 100 военнослужащих у нас уже там находятся. И семьи здесь остаются. Мы всех поддерживаем и материально, и морально. Ну, наши, я ранее говорил, у нас есть отдел семьи. Они занимаются плотно именно волонтерской работой, доставки. Центр психологической поддержки семьям. Мы тесно контактируем, работаем во всех семьях. У нас кураторы есть. И мы благодарны нашим общественникам тоже нам всегда помогают. И на слегах, как те, которые были призваны наши ребята, те на слегах тоже плотно работают. Главы на слегов и специалисты на слегов тоже тесно работают нашими семьями военнослужащими. Как вы знаете, у нас нынче было очень много проблем в семейной и бытовой остановке. У нас была чистка снега, волонтерами. Мы помогаем продуктами. Управление сельского хозяйства нынче очень хорошо отработало. Помогает продуктами питания. Когда осенью был сбор, там картофель, морковь, мясная продукция, рыбная продукция была. Очень хорошо отработали управление сельского хозяйства. Наши фермеры всегда идут навстречу, помогают нашим семьям. И общественник хорошо помогает, и частные люди тоже помогают очень хорошо. И наши предприниматели тоже хорошо работают. Сделали нашим семьям льготное удостоверение, как вы знаете, пользуются этим удостоверением, наши семьи и члены семьи все пользуются этим удостоверением. Что позволяет этого удостоверения?
Это удостоверение позволяет, да, вот, разных сферах скидки, например, не все магазины, конечно, да, но есть такие предприниматели, которые идут на встречу, там скидки бывают, есть в муниципальном транспорте скидка идет. И вот мы планируем на летнее время, да, вот летний водопровод на Ленинском наследии очень большой территории имеет, там 50% скидка. Вот наша центральная районная больница тоже очень хорошо помогает, там, когда будет устраиваться на работу, там все платно же, да, анализы, там тоже скидка идет. Мы хотим охватывать все организации, которые к нам на встречу идут. Это удостоверение еще позволяет туристическим базам отдыхать, да, там тоже скидка идет. Но это очень... Мы в муниципальном уровне мы этим занимаемся. И мы рады и очень благодарны нашим организациям, которые этим предоставлены скидки. По инициативе главы муниципального района Намскулус мы съездили в командировку, да, Павлу Николаевичу Маканешкому. Павел Николаевич является руководителем общественной организации «Воин» Намскулуса. Мы с ним как раз съездили в город Дальний Восток, это Владивосток, Хабаровск, там, где наши ребята призывались, да. И мы съездили туда, именно наши матери, бабушки, сестры приготовили домашнюю еду. И мы более 200 килограмм повезли туда. Мы благодарны компании «Якутия», да, нашей компании, национальной компании «Якутия» перевозах. Они нам бесплатно доставили груз. Нам встретил там Борисов Ким Александрович. Мы благодарны посольству Республики Саха-Якутия по Дальнему Востоку. И были мы в госпиталях, встретили наших парней, с разных улусов были, и мы повезли им домашнюю еду, нашу национальную кухню. Ребята очень были благодарны. Я в одном удивился и очень горд. Там были раненые ребята, но у них был такой характер, что они говорили, мы когда поправимся, обратно идем в линию СВО. Потом мы съездили в Сергеевку, там мы встретились с нашими ребятами тоже, были уссурийские. Потом мы съездили, как вы знаете, добровольцы наши, очень много идут, морская пехота 155-й бригады. С ребятами встретились, с земляками встретились. Ребята были очень мужественно относились с этим. Мы когда спрашивали, да, вы добровольно идете, каждый человек, я не знаю, что каждый решится добровольно идти в случае линии СВО, но ребята были, якутские ребята были очень настроены. Они говорили, что это все делается ради нашего мира, ради нашей победы. Надеемся и верим, что победа будет за нами.